Так, попробуем. Попробуем. Так, ассаламу алейкум, приветствую всех, друзья. Так, заходим потихонечку, да? Заходим, уходим. Обсудим ситуацию в Украине. Проверим нашу зарядку. Вот, и зарядка есть. Можем общаться. Пишите комментарии, друзья. Приветствую вас. Ну, алейкум ассалам, ассалам алейкум. Всем рад, всех приветствую. Отправляет мне лайк Виктория Губка. Спасибо за лайк. Заходите. Обсудим ситуацию в Украине, войну по взятиям, попытки взятия городов. Сейчас ситуация обостряется по всей Украине. Будет, конечно же, попытка взятия и Крыма, говорю, Киева. Милена, да, здравствуйте, Милена. Так, Шишан, Аслан, ты кадыровский. Это наглая ложь, Шишан. Ты наглый лжец, ты мерзавец, потому что ты нагло лжешь. Если бы ты не был бы трусом, ты делал бы то, что делаю я. А ты трус. Ты только можешь мне здесь написать. Причем наглую ложь ты мне пишешь. Если ты не трус, зайди, расскажи мне. Расскажи. Так, кстати говоря, я хочу украинцев предупредить. Смотрите, украинцы, я давно, вот уже 3 года, больше 3 лет занимаюсь вот этой блогерской деятельностью. Я правозащитник, юрист по образованию. И много среди чеченцев здесь в ТикТоке и в Ютубе люди, которые работают на русских. И они сейчас всячески пытаются вам понравиться. Их задача была чеченизировать конфликт. И за то, что я поддерживаю украинцев, за то, что просто я одел вышиванку на себя, эти трусливые товарищи мне писали комментарии, что я сало ем, украинцам там продался и так далее, и так далее. Теперь они наоборот начинают про украинские вещи говорить и писать. Это хорошо, пускай они делают, но имейте в виду просто, что позапрошлом году, в 2020 году, люди, представляющиеся свободными чеченцами, они, один из них, представитель вот этих свободных чеченцев, который представлялся, на самом деле оказалось все не так, пытался меня склонить работать на русские спецслужбы. Я об этом у себя в Ютубе отдельное видео снимал, миллион раз об этом говорил. Так вот, я его спросил, мы с ним ехали 3,5 часа со Страсбурга сюда, в Германию. 3,5 часа я был за рулем, он сидел рядом со мной. И я разговаривал. Когда я понял, я вначале думал, что это шутка, что вот он начинает на такие темы говорить. А потом, когда я понял, что на самом деле человек никакой не ичкериец, а засланный агент, я начал его расспрашивать, что тебе нужно, что бы ты хотел
от меня, ну, он говорит работать на русском. И он мне говорит первое, что ему нужно было, так как я очень много общаюсь с украинцами, много дружу, давно дружу, он мне сказал, что нужна информация, об украинцах. Это было 6 августа 2020 года, то есть, ну, 1,5 года назад. Сейчас, подождите, я пока не готов делать. И, короче говоря, вот такая вот была тема, что им нужна была информация про украинца. И вот разные вот эти черти, вроде Шишан здесь пишет, который нагло врет и работает на русских 100%, раз такое говорит. И эти люди под видом чеченцев свободных будут сейчас трудное время, во время войны пытаться влезть в украинскую тему для того, чтобы влиять. Даже они могут, знаете, в какой-то степени приносить пользу Украине. Мы это, чеченцы, все проходили. И я вам буду подробно это все рассказывать, чтобы вы не оказались в той же ситуации, в которой оказались мы. Но у вас, слава богу, есть спецслужбы, и слава богу, у вас уже устоявшееся государство. У нас в этом плане мы только когда начиналась первая русско-чеченская война, мы только 2 года были независимы. Поэтому вот такая вот была ситуация. В этом плане ваша разведка, спецслужбы работают. И самое хорошо еще у вас американская поддержка, которая американцы, в принципе, тоже не все знают, далеко не все они знают, но если они берутся за что-то, то они обязательно докапываются до истины, если им необходимую информацию предоставить. Вот такие вот дела, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны со всеми этими. Они еще, знаете, под видом таких ярых мусульман, с длинными бородами они должны быть, через слово иншаллах должны, вот ники у них, Шишан, Мишан, вот такие ники они делают. Конечно, среди них есть и нормальные люди, но в основном это на религиозной теме, они очень сильно пытаются как-то играть на чувствах чеченцев в первую очередь. Так, вайкам телхар ши бахандук мот беттер мот хакар Аллах кирер лойл вайн. София, да, телх, ну, она говорит, ну ладно, не буду я переводить на русский. Чечня та, Максик, не волнуйся, чеченцы все те же, все нормально в этом плане. А я вот отвечу вот этой София. Ба'люка, уэду. Да я тебе покажу, кто я. Хагайт, хачатуах, хатуах свик, телевон, хатуах. Сагятца, цагайта, сагам аяцер. Анонимный герой. Покажи, кто ты. Давай, звони мне. Давай, заходи, покажи, кто ты. Прийти ты не мужчина, я знаю. Хотя бы покажи свое лицо. Покажи. Да, позвонить дича, هو ديشا حوليق ستوكاتشيات حوليق جازيات قيتريو أصدابوق عيق أتكريتا سو ملو بور أصدابوق عيق سو فاز بابيش وربويا موسكوا حجازي بوق حجاز лично أرتو أصلا بوق حون حجازيو Мужества не хватает у тебя, ты шнырь. Вот смотрите, такие люди заходят сюда, и под таким видом они пытаются дискредитировать, всячески пытаются.
Они за все это время, Россия здесь, в Европе, запустила большую свою сеть стукачей. И в какой-то степени это не все известно местным спецслужбам. Не все известно. Так, Аслан, он хочет попул. Меня зовут Аслан Арцуев. Я правозащитник. Правозащитник. Сейчас живу в Германии, в Гамбурге. Так, Геза Миро. Даму yok şu geyzeri koyuk el. Вот как это делается. Так, это газ, второе. Извините, для чего собираете аудиторию, если нет даже элементарного уважения, пропаганды тут? Причем здесь, как нет уважения? О чем вы говорите? Очень даже я уважаю людей. И я, конечно, за Украину. Конечно, за Украину. Любой здравомыслящий человек должен быть сегодня на стороне Украины. Любой. Вне зависимости от национальности или религиозной принадлежности. Так, слава Украине. Героям слава. Поэтому я буду оповещать. Знаете, еще одна проблема здесь одна. Разные вот эти религиозные, подчеркнутые мусульмане, я их называю, они везде подчеркивают, что они мусульмане. Там, где даже не надо говорить, что никто тебя не спрашивает про твою религиозную принадлежность, везде подчеркивают, я мусульманин. Ну там, не украсть, например, да, или там не сделать плохое. Почему? Потому что я мусульманин. Потому что я это сделал. И где нужно это они говорят, и где не нужно это они говорят. Это такая пропаганда. Чеченское общество, в принципе, находится в очень таком сильном пропагандистском угаре. Чеченцы фактически оставлены один на один с российским монстром, предательски оставлены один на один. Поняли, что никто в этом мире нам не поможет, кроме мы сами себе. И некоторые люди перешли на сторону фашистов, стали служить фашистам, и со временем уже начали считать, что они делают что-то правильное. И когда, например, вообще по международному праву, если территория оккупирована какой-либо страной, людей на этой территории нельзя привлекать для службы в армии, в вооруженных силах, оккупационных вооруженных силах. И так как весь мир посчитал, что Чечня – это внутреннее дело России, то и оккупации как таковой мир не признал, хотя это нарушение международного права. И чеченцы фактически вынуждены были с людоедом остаться один на один, и этот людоед их вынуждал служить своей армии, потому что других рабочих мест ничего им не оставлялось, ни армии и так далее. Некоторые, конечно, по призванию, садисты по своей сути, по своей природе есть люди. И вот потихоньку, много лет, когда ты уже пребываешь в таком состоянии, ты уже думаешь, что это и есть нормальное состояние. Хотя везде, всюду пребывает пропаганда. Чеченцы и при помощи русских, между прочим, русские закидывали информацию, что все против, это очень логично ложилось на то, что весь мир реально нас предал, реально мы, Дудаев, Джохар и весь чеченский народ пошли по пути демократии,
и так далее. И в это время фактически нас послали к черту. Сказали, ну, оставайтесь с Россией навсегда. Хотя это было незаконно, не международное право, на самом деле это незаконно. И вот чеченцы вот пребывают в таком состоянии. И нет никакой оппозиции. И что тогда делают русские? И это вам тоже, украинцы, между прочим, предстоит, если не побьете их сейчас в ближайшее время. Они начинают, с первых дней они хотели сделать этот чеченский конфликт, внутричеченский конфликт, как сейчас они говорят, что это гражданская война на Украине, они там просто одну из сторон поддерживают. Они ставят Кадырова и всячески начинают надувать этот мыльный пузырь в лице Кадырова. Кадыров сам по себе ноль. Кадыров имеет 3 класса образования. У него нету никакой возможности создать вообще государство или аппарат государственный, чтобы управлять даже маленькой такой чеченской республикой. Все это сделала Россия. Это просто человек, которому нам показывают по телевизору, и он говорит то, что ему говорят сказать. Все. Чаще всего он говорит то, что нужно Путину, да, потому что это агент Путина, это его личный подчиненный, его личный вассал. И вот они фактически, надув этого Кадырова, сделав из него такой большой мыльный пузырь, они начинают нами, чеченцами, а он к нам не имеет никакого отношения. Ну, то, что он говорит на чеченском языке и жил среди чеченцев, также можно про Пушилина сказать, про Захарченко сказать, ну и многих других, которые говорят и жили когда-то в Украине. И вот наши воины, которые положили много своих жизней, десятки тысяч убили врагов, да, по нашим данным, украинские власти сейчас этого не говорят почему-то, по нашим данным ликвидировано русских оккупантов 80 тысяч в Чеченской республике. 80 тысяч. А сейчас, например, тот же Антон Геращенко, да, у вас есть такой один, он рассказывает, что за вот эти 2 недели войны в Украине убито больше, чем русских оккупантов, больше, чем в Чеченской республике. Но это не соответствует действительности, потому что Геращенко говорит, что про 13 тысяч убитых русских оккупантов, ссылаясь на списки солдатских матерей. Но это российская сторона, говорит, даже солдатские матери, это российские матери. А наша сторона утверждает, что мы ликвидировали 80 тысяч. 80 тысяч русских оккупантов. А Геращенко рассказывает, ссылаясь на русский источник, что мы убили 13 тысяч русских оккупантов. Но когда он говорит про украинские цифры, то он ссылается на свои и говорит, что мы убили уже 12 тысяч русских оккупантов. Конечно, кощунственно, это мы говорим о человеческих жизнях, даже об оккупантах, даже о фашистах. Это люди. Это мы тоже должны понимать, люди. Но Геращенко говорит, ссылаясь, когда говорит о себе, говорит, ссылаясь на украинские данные, а когда говорит о чеченцах, ссылается на русские данные. Поэтому не совсем верно. Война ваша еще не приобрела те масштабы, которые были в Чеченской республике. Чеченская республика, она 150 километров в длину и в ширину еще уже. Она как половина Киевской области, Чеченской республики. Поэтому нас можно было просто за 1 час проехать с одного конца до другой и воевать, конечно, им было в этом плане было намного легче с нами. У вас и 42 миллиона, нас был всего 1 миллион, ну и так далее. Короче говоря, война, вот мне сейчас задавали вопрос, как долго она затянется. Если вам не поможет НАТО,
имеется в виду, закроют небо, их истребители, как в Югославии, будут бомбить Москву и другие города России, то, скорее всего, эта война затянется. И русские будут кидать в эту войну все новые и новые силы. Они будут проводить мобилизацию, они будут срочников сперва засылать, наемников со всего мира уже они одобрили. Поэтому война будет очень, очень серьезная. Одной вот этой молниеносной победой, которую, слава богу, украинцы на первых порах одержали, а это очень важно, это половина успеха, потому что дух украинцев сейчас поднялся благодаря вот этим победам, которые украинцы себя показывают отличными воинами, как с момента окончания русско-чеченской войны таких потерь русские не несли. Я горжусь, что дружу, поддерживаю Украину, горжусь украинцами, реально, и одеваю свою вышиванку на стримах, ну и так далее. Война может, затянуться надолго. Так, с чего ты это взял? Если НАТО начнет воевать, то все будет ядерная война. Ядерной войны не будет. Ядерный удар Путин побоится нанести. Потому что нанести ядерный удар, это значит получить его в ответ. Взорвать атомную электростанцию в Чернобыле или в Запорожье, это возможно. Вот, не хочу никого пугать, конечно, но что есть, то есть. Вот так вот. Ударят 100%, ему все равно будет. Да не будет, нет. Смотрите, надо четко понимать, за что воюет Путин. Да? Это война за то, чтобы Путин остался в живых. Один день, если ему нужно будет просуществовать, он готов всех русских положить, не говоря уже обо всем мире. У этого человека нет души. Это не оборот речи какой-то. Очень давно, очень упорно. Поэтому мы знаем, о чем говорим. Этот человек беспринципный, подлый, трусливый человек. Это ничтожество. И этому ничтожеству нужно прожить как можно больше. Русские победы, они не великие русские победы, как они их называют, они заключаются не в удачной какой-нибудь там военной операции. Великой победой считается, если много русских погибло на этой войне. А бездарность генералов российских, русских, мы знаем очень тоже хорошо. Поэтому задача Путина, чтобы как можно больше убили его людей. Как это не покажется странным, но когда дело касается Путина и России, поверьте, всегда используйте слово невероятное, невозможное. Вот этот термин, он всегда подходит на то, что он делает. Им нужны невероятные потери. И они будут делать так, чтобы убить как можно больше и своих, и чужих, в том числе взорвав, если нужно будет, атомную электростанцию. И когда получат по роже, они получают по роже, полностью инициатива-то у наших, русским она только когда они пересекали границу принадлежала. Все, после этого инициатива полностью перешла в наши руки. И им нужно как можно больше продержаться. Вот после того, как они еще получают, они несут потери, закрываются, а сейчас будет, вот вы увидите, должно быть по логике вещей контрнаступление украинцев. Потому что уже я вчера смотрел, уже наступление пошло, но это, я так понял, это такое, разведка идет.
Будет контрнаступление, освобождение сколько смогут, сколько смогут. И вот в этот момент может произойти ситуация, когда он посчитает, что можно взорвать какую-нибудь атомную бомбу, применить бактериологическое оружие, химическое оружие, биологическое оружие. И сейчас кто-то говорит, что там НАТО не влезет, не будет, и они сами это говорят, мы не будем, это Третья мировая, там, и так далее, и так далее. Им придется туда влезть. И никто никуда не денется от этого. Они обязаны будут в это влезть, так как это коснется всех. Уже все, закончились. Когда чеченцев убивали, думали, сейчас скормим чеченцев этому людоеду, и мир успокоится. Не успокоится. Путин, Россия не успокоится. Они уже взрастили, они попробовали вкус крови, они попробовали безнаказанно убивать людей. Поэтому они не остановятся. И влезет сюда, и Америка лезет в эту войну, и Россию накажут, и Россию раздербанят на разные государства. В том числе Чеченская республика Ичкерия получит свою независимость, свою законную, положенную себе Богом и законом независимость. И вот и задача Путина, ему уже 70 лет, уже старый, дряхлый, трусливый до безобразия. Мы его психологический портрет очень хорошо знаем, изучаем и, конечно, привлечем всех к ответственности. И вот ему нужно после этих больших потерь, он просто отойдет назад, закроется, и вот тогда внутри России он начнет чистки. Уже давно эти разговоры идут, но сейчас они уже приобрели такой, более такой осмысленный уже, они уже знают, на кого указывают. Раньше это как-то абстрактно было, сейчас это уже более конкретно они говорят. Кто против войны в Украине, тот враг России. Вот так они уже начали говорить. И это очень будет показательно, потому что круг Путин вокруг себя зачистит. У них есть мораторий. В 1996 году, по-моему, в 1997 году Россия ввела мораторий на смертную казнь. Это значит просто приостановили. Она не исключена из мер наказания, но они и приостановили действие смертной казни. И отменится мораторий, и начнутся на законных основаниях расстрелы всех неугодных. И вы это увидите в ближайшее время, в ближайшие месяцы, вероятно. Поэтому вот такие вот дела в Украине. Давайте я буду читать ваши комментарии, чтобы не было долгого монолога с моей стороны. Давайте послушаем. Вам до Путина, как до Пекина, раком. А зачем до Пекина идти раком, я не могу понять. Ну, вы, русские, простых путей не ищете, да? Вам и до Пекина раком надо идти. Ну, давай, иди тогда. Тут 2-3 выстрела в Украине сделали, весь мир заорал. Ну, вообще это не 2-3, это уже серьезная война в Украине. И весь этот мир, вы даже не представляете, сколько украинские политики приложили. И мы, чеченцы, тоже прикладывали к этому усилию, чтобы мир обратил внимание на то, что происходит в Украине. Понимаете, когда Джохар Дудаев в 1995 году говорил, что после Чечни будет Крым, потом будет Украина, Украина с Россией схлестнется еще на непримиримых и так далее, то тогда казалось, что Дудаев просто для себя вот нагнетает там и так далее. Он говорил, это петух войны постучится в каждый русский дом, он говорил. До невероятных масштабов все это разрастется. Сегодня вы говорите, Чечения это внутреннее дело России. Настанет время, вот он в Европе говорил, когда Европарламент принял Европарламент Россию. Он говорил, сегодня вы говорите, Чечня внутреннее дело России. Настанет время, когда Европа станет внутренним делом России. И к этому все идет. Вот к этому все идет. И поэтому украинцы
очень хорошо поработали. Я имею в виду в дипломатическом плане, в международном плане. Мы, чеченцы, очень много об этом говорили, писали, напоминали, что после Чечни будет Украина, а после Украины, если Украина не выстоит, это коснется весь мир. Вот сегодня Запад осознал, и я считаю, что и моя заслуга маленькая в этом есть, что Запад осознал, что после Украины будет их очередь. Европа, Европейский Союз, каждая страна в отдельности слабее России. Они вместе сильнее. И Путину нужно вот эти страны раздербанить, нести хаос, разрушить НАТО, разрушить Евросоюз. Вот чего добивается Путин. Вплоть до ГДР. Ну давайте, я просто протестировать. Я надеюсь. Will reden. Ja, ich. Nein. Hi. Hi, Nein. Kollege. Подождите. Kollege, wie geht's? Good. Только ты не говоришь на русском. Нечем игры смотреть и говорить сейчас на немецком. Мы обсуждаем очень серьезные вещи. Вы привыкли стоять, это не мне, а мы по-другому живем. Поэтому мы знаем, за что мы боремся. Да, абсолютно правда. И вы заметили очень интересную вещь. Вот я не знаю, к кому он обращается, вот он к Бергу обращается. И вот, или она, мисс, это она. Вы привыкли стоять на коленях, говорит, а мы по-другому живем, поэтому мы знаем, за что мы боремся. И здесь можно понять, когда человек говорит, вы привыкли стоять на коленях, можно понять, к кому он обращается. Даже не надо говорить, Россия привыкла стоять, или что вот мы, украинцы, хотим жить свободно. Этого говорить не нужно. Просто достаточно сказать, вы привыкли стоять на коленях, и уже понятно, что речь идет о России. Так, а вы приходите просто, я в Украину можно хоть убивать ехать, типа ты добровольец, а в Украину можно хоть убивать ехать. Так, я не понял. Вот такие вот дела, друзья. Так, каждый украинец борется за нашу страну. Слава Украине! Героям слава! Я хочу вам сказать, не путайте кадыровцев и чеченцев. Конечно, кадыровцы это те же лугандонцы. Те же, давайте, захарченкицы их назовем. Захарченковцы. Или же просто лугандонцы. Это то же самое. Сейчас я в Германии нахожусь. Кто такие бандеровцы? Они сами придумают это название. Да, абсолютно, мисс, чеченцы ваши. Целиком и полностью. Один вопрос. Почему американский флаг? Ну, смотрите. Вот он. Наш флаг. Флаг Ичкерии. Этот флаг вы, наверное, тоже знаете. Флаг НАТО. И вот американский флаг. Это очень крутые флаги двух очень крутых государств. У меня были украинские флаги, но на митингах там всяк раз раздал и заказал новые, жду. Обязательно здесь будет висеть и украинский флаг. Вот такие вот дела. Ичкерия, Украина, мы обязательно выставим. Обязательно, мисс, обязательно мы выставим. В этом нет ни малейшего сомнения. А почему ты не в Украине? Ну, в Украину у меня мои друзья, мои товарищи сражаются. И я правозащитник, я нужен здесь. И поэтому я нахожусь здесь. Если нужно, я поеду в Украину. И буду освещать там, рассказывать, выявлять ложь. Каждый занимается тем,
к чему у него лежит душа. Поэтому вот такие вот дела. Да, братка, принимаешь эфир? Ислам Керимов. Ну давай, присылай ислам. Посмотрим, что это за ислам. Так, гости. Что за гости? Я просто не умею пользоваться. Совместная трансляция. Что мне нужно? 4 минуты назад запрещено. Значит, ты уже по другим никам зашел, да? Раз я тебя запрощал. Запрошено 4. Смотрим. Салам алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Всем братьям отсюда, украинцам, всем салам посылаю, всем доброго мира желаю, победы желаю украинскому народу, Амин, амин, чтобы амин. у вас, была бы сила, дух, смелости, вот это все, чтобы Аллах вам дал бы вот это. После вас, освободим еще Кавказ, иншаллах. Все Да, народы, которые на Кавказе, все мы объединимся. Брат, я сам Карапапах, азербайджанец, брат. брат, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Ты в Проживаю в Украине? Турции. Не, Ты тут. проживаю я в Турции. Но у меня там очень много родственников, друзей там много, знакомых. И как-то переживаем вот так. Дуа делаем за них, иншаллах, за всех. Да, Просто захожу я иногда здесь, я читаю, многие наши, так скажем, украинские товарищи, братья, не понимают, что не все чеченцы это кадыровцы, не все чеченцы это такие, как вам представили. Потому что кадыровцы это просто, я хочу сказать свое, как вот азербайджанец, кадыровцы это чеченско говорящие. Но это не имеет то, что они к чеченцам какое-то, к целому народу имеют отношение. Кадыров у него своя это. Мы такие же, как азербайджанцы, чеченцы, дагестанцы, очень много разных национальностей на Кавказе, которые именно мусульмане поддерживаем вас в этой победе, битве, из-за того, что мы никто не забываем 400 лет, как на Кавказе они что творили, российская вот эта орда приходила. И все, что они делали, мы все это помним, не забываем. Так что мы не зулум не поддерживаем. Как это зулум? Как бы притесненных, кто притесненный, мы зло, рядом с да. ними. Кто чинит как бы зулум, кто делает притеснение притесненному, мы как братья становимся. А притесняющие, мы от него далеки. Мы не имеем права, как мусульмане, рядом даже с ними просто стоять. Не то, что их даже поддерживать. Ну, если кто-то российские паспорта имеют, и они этим двухголовыми гербами гордятся, и что они россияне, и должны они это делать, они заблуждаются. И просто братьям, украинцам просто говорим, что чтобы вы все знали, что нормальные рассуждающие есть много братьев во всем мире. Нас разбросало всех, с Кавказа тоже. И мы также вас и уважаем, и поддерживаем, потому что знаем, что за беда это. В наших домах тоже это было. В 90-х видели, и в Чечне это видели наши братья, и в других регионах, и в Азербайджане это было, и в Грузии это было, и во многих регионах это было. Мы видели, как они что делали, что творили, и никто это не забывает. Ты, брат, сам в Германии, я так понял, да? Да. Спасибо тебе, брат, за слова, правильные, нужные слова ты говоришь. Абсолютно это так. Да, я в Германии, в Гамбурге проживаю. Уже 5 лет здесь. Даже больше, мне кажется. 6 уже. Машаллах. У меня один вопрос, брат, такой к тебе. Я как-то, скажу тебе, года 3 назад, на Фейсбуке там, смотрел, там переписывался, и потом подписался, как бы мы подписались на друг друга. Там была женщина одна, ее звали, я потом ее выкинул со своего этого, Рубати.
Вот такая она в Германии была. Потом я смотрел на Ютубе, там это, что она поехала так. Вроде она одну вещь, ну, говорила, а потом резко поменялась какая-то. Ну, наверное, вы слышали про нее. Да, я и был знаком с ней, на митингах бывал и так далее. Да, конечно, слышали, про нее все А слышали. что вот, что с ней вот такое так резко случилось, вот такое? Я не знаю, если честно, что, почему она так поступила. У нее рак, она больной человек, и, видимо, может быть, Повлияло что-то? на родину, да, умирать или еще как-то, я не знаю, для чего она это сделала, но это было очень трудно понять. Но это, конечно, было для нас, для всех было очень странно. Да, Но потому что я был у так нее на бывает. этих эфирах, вот там смотрел постоянно, там что-то она вот постоянно за Ичкерию постоянно, а потом резко как-то, ну, я не знаю, я сам был, если честно сказать, там столько братьев были на нее подписаны, вот с Турции, там с разных местов. Мы все просто в шоке были от этого поведения. Просто как-то не поняли ее, вот это резко поведение поменялось. И все Да, потом отписались от нее. Все отошли, короче. Ну, не хотели это, уже у нее на странице быть. да, да. Нужно ли ее считать предательницей? Но если человеку доверять и потом ровно сделать наоборот, то кроме как предательства, и по-другому я не знаю, как это можно назвать. Не знаю, кого она сдала, не сдала, что она сделала. Может, у нее реально из-за онкологии ей нужно было на родину умирать, она уехала. Я не знаю, что какой диагноз ей врачи поставили. Я всего не знаю. Я лично с ней был знаком, бывал на митингах и тоже ей очень доверял, как и все мы, потому что она всегда говорила правду. Она не лицемерка, как пишут здесь. Вот я это не заметил. Я заметил за некоторыми другими людьми лицемерие. И было это еще труднее понять, но такова жизнь. Ну, я не видел, чтобы там лицемерие было бы что-то. Я не видел тоже. Я тоже не видел, но я просто увидел только два этих, что когда она уехала так свободно, спокойно, меня вот это просто шокировало. Но я тоже как бы не замечал, чтобы она там что-то пролицемерила, так как бы. Никогда я не видел за ней лицемерия. Ну, давайте не будем сейчас о ней говорить. Меня постоянно просят что-то сказать о ней, чтобы, видимо, отрезать и ей показать. Потому что я реально очень хорошо к человеку относился и общался, но после этого я, Да, конечно, не, я тоже не хочу, это фитна получится, это да, нехорошо про кого-то говорить, тем более, если нету здесь человека, чтобы сам объяснился бы, как бы, может быть, свою позицию как-то бы объяснила бы, поэтому не будем. Это просто я задал брату вопрос, извиняюсь я перед всеми, потому что мне просто интересно было, потому что я подумал, раз он в Германии, он знает, может быть, он лучше. Но оказывается, он тоже, как и мы все, до конца никто не знает, что случилось. Конечно, Аллаху лучше, может быть, на самом да. деле. Вот мне вот здесь один человек не нравится, вот этот постоянно что-то российским флагом вот пишет, и непонятно, почему он так Берг 754 Берг. Самое интересное, знаете что, когда кавказец становится таким ярым россиянином, вы для них никто, вы для них вообще пыль, вы черно такие сякие, короче. И все равно вы топите. Это насколько нужно не иметь внутреннего я, внутреннее какое-то чувство собственного достоинства, чтобы топить за русских. И я даже не о чеченцах говорю. Я говорю о всех кавказцах, О которые всех, проживают о в всех. России. Да, потому что чеченцы-то выложились хотя бы. Мы выложились, мы сделали то, что никто не сделал. Но кавказец, выложившийся чечен, это сейчас, которые за Россию, конечно, это ничтожество. Я их называю потерянное поколение, короче.
А вот те, которые другие кавказцы, которые даже не желают жить свободно, даже не думают об этом, для меня это очень странно. Не может кавказец таким быть. Мы, кавказцы, всегда были свободными, независимыми, да, и это всегда у нас казалось таким достоинством, да, и если ты зависим от кого-то, или ты там холоп чей-то, это казалось, ну, самое худшее, что может быть в человеке. И вот меня кавказцы больше всего задевают, когда так себя ведут. Брат, я сегодня так получилось, что вот здесь в Стамбуле встретился с дагестанцами, ну так получилось, буквально там пару минут. Я был от них просто удивлен, то, что они так спокойно говорили, что вот мы находимся же на российской территории, у нас без России ничего не останется, как бы, ну, насчет экономики они говорили. Я говорю, слушай, тут рядом у тебя столько соседей, я говорю, ну, там Чечня будет свободная, там Азербайджан, у кого-то нефть купите, вы им мясо отдадите, у третьих там что-то купите, те что-то вам дадут. Но зато, я говорю, у вас же будут свои паспорта, свое государство, свой правитель, вы сами будете себе хозяева, вы не будете за российский флаг выступать, где-то борцами ходить, ездить там, российские флаги поднимать. Я говорю, вы же хотите быть свободными, почему вы так? А мы свободные, говорит. И я не смог ему доказать, что он не свободный. Понимаешь, он просто не понимал этого, что он не свободный. Я ему даже привел его предков, да, вот я говорю, что вот зачем тогда твои предки, например, да, там 150-200 лет назад, вот, и до этого еще, вот, воевали, я говорю, против царской России, там, против Петра, против Екатерины, против потом Ленина, Сталина и всех. Я говорю, зачем они это делали? Ради кого, я говорю? Ради того, чтобы они были бы свободны. И он все равно никак не принял этот человек. Понимаешь, вот это ты на самом деле правильно заметил. На самом деле самое больное то, что когда наши кавказцы вот так думают. Вот это Да? самое больное. Смотри, есть такие религиозные чуваки. Они так говорят про религию, так вот все их, вся жизнь подчинена религии, слову Бога их, вся жизнь подчинена. И вроде бы, ну, отлично, так и должно быть. Но когда касается убийства людей, то тут их нет, не слышно, их не видно. Есть Сосетлинский такой, потом еще один там где-то, дагестанец где-то в Турции тоже сидит. Сидят и разговаривают на религиозные темы. Они колодцы в Африке роют, они все это. И сейчас начинается война в Украине. Широкомасштабная, началась она 8 лет назад, но вот сейчас широкомасштабная. И выскакивает один этот какой-то там, не помню, Сосетлинский или Масетлинский какой-то, выскакивает и говорит, типа, воевать в Украине, на стороне Украины, это типа нельзя, ислам запрещает. А где ты был, когда 20 лет геноцид чеченцев был? У меня вопрос возникает. Где ты был, когда убивали дагестанцев? Каждый день окружали в доме и просто вместе с домом сжигали вот этих людей, которые там. Их не было. У него несколько жен, он там про семейное право рассказывает тогда. А сейчас он тут объявился, короче. И я так полагаю, что эти люди все с позволения российских спецслужб только начинают действовать и говорить. Остальные все убиты, запуганы или же оболванены этой пропагандой. Большая эта проблема. И я, если честно, не думаю, что Дагестан захочет от России отделиться. Вот кто, карачаевцы отделятся, балкарцы захотят жить отдельно, а вот ингуши, соответственно, захотят. А Дагестан, мне кажется, почему-то вот это событие еще 99-го года показывает, не захочет Дагестан жить без России. Вот. Стал он уже советским, большая часть вот этого. Большому сожалению. Большому сожалению. Аслан, знаешь, я вот на твоей же позиции стою. Я сейчас не хочу братьев дагестанцев. Есть там люди, которые на самом деле хотят тоже отделиться, которые Да, вот есть воюют. многие жизни отдали, брат. Многие Да, жизни, многие жизни сотни отдали. тысяч Но дагестанцев погибло.
Да. Но я с тобой поддерживаю вот то, что вот я не знаю, они на самом деле как-то вот ведут политику, даже вот примерно я вот смотрю, есть такие, которые просто говорят, что мы, лезгины, проживаем на территории Азербайджана. Вот представь, они уже куда это делают, вообще в другую сторону лезут. У нас там должна быть своя автономия. Я с одним общался, я говорю, хорошо, если ты лезгин, я согласен, чтобы ты, ну, у тебя была бы своя, ну, собственное государство. Но я его потом задал такой ответный, ну, встречный вопрос. Я говорю, ты с Россией хочешь отделить вот эту территорию, которая на границе с Дагестаном, азербайджанские, вот эти села, где есть, в сторону ближе, Дербента, вот Куба, Хачмаз, вот эти гусары, вот эти страны. Или ты, короче, отдельно в составе, без России, без Азербайджана. Он так говорит, нет, туда Дагестану присоединим. Я говорю, а какая разница получилась? Я говорю, ты азербайджанский суверенитет, короче, паспорт, который за Карабах, за этот воевали люди, отдельное от России, свое суверенитетное государство имеет, ты от них отделяешь и присоединяешь, я говорю, что России присоединить, ну, я говорю, здесь никакой логики тогда нету, понимаешь, Да. никакой логики Да нету. лучше тогда к Азербайджану присоединиться, уйти из России. Я тебе Да, клянусь, брат, как тебя зовут, брат? меня Ислам зовут, брат, Ислам. Ислам. Я тебе клянусь, Папуа-Новая Гвинея есть такая страна, да? Я готов Да. присоединиться, если уже другого выбора нет у меня, между Россией и Папуа-Новой Гвинеей, я готов к Папуа-Новой Гвинее присоединиться. И там с этими банановыми кожурами, с копьем вокруг костра бегать, чем с Россией быть. Это кто вообще может быть с Россией? Это должен быть мазохист, который получает удовольствие, когда тебя пытают, Удовольствие. убивают из поколения в поколение. Говорить отсоединить и присоединить к России он фактически. Он же не к Дагестану. Нет дагестанского государства. Есть российское государство. Тут один пишет, Сергей Да. пишет, Путин всех сделает, пишет. Могу сказать, Путин вас уже делает, Сергей. Тебя уже делают, Сергей. И в хвост, и в гриву. Так, Путин прикрыл вам, вы даже доллар не можете купить. Я вчера разговаривал с Питером. Я не хочу говорить кем, чтобы там, мне жалко этих людей просто. Это мои соотечественники, лично я скажу, что это мои лично азербайджанцы, которые собираются продать квартиры и не знают, как поменять на доллары, чтобы оттуда вывести. Говорит, рубли у нас никому не нужны. У вас что за страна, что у вас боятся уже даже продать квартиру, что-то сказать? Кого сделал Путин? Он вас сделал на самом деле, больше никого. абсолютно. У нас все есть, говорит. У вас есть. Посмотрим через полгода, год, как вы запоете. У нас все есть. Украина понад усе. Слава Украине. Так что вот такие вот дела. Есть Сейчас Путин. доллар уже за 200 стоит. Экономика просто уничтожена Россией. Будет мобилизация. Сейчас будут призывать и резервистов, и срочников. И то, что было в Чечне мы 80 тысяч уничтожили оккупантов. Дальше, я думаю, Украине потребуется еще и еще силы. Больше сделал. Да, потому что Украина 42 миллиона, нас 1 миллион. Поэтому территория больше. Поэтому будет мобилизация. Всем россиянам, которые из-за Путина тоже, да, валите со своей рашки хотя бы на время, пока призыв не закончится. Потому что вас будут на убой отсылать в Украину, поверьте. А там вас ждут и байрактары ждут, и джавелины ждут, и я не советую. Это даже не как в Чечне будет. Будет еще хуже. Сергей, Так, я тебе скажу одну сказку, которую скоро это будет. Вот логикой просто. Вот смотри, Россия, которая поддерживала, короче, все это время Армению, оккупацию Карабаха,
она бы 28 лет просто так это бы не пустила бы. Я тебе сейчас просто одну сказку расскажу, которая вам должна она быть ясной. И что произойдет, еще я тебе скажу это. Значит, при поддержке России так оккупировали Карабах. Но в течение 44 дней, когда уже Турция рядом стала, фактически просто не только байрактары, а все, что могла, короче, оружие, и тем более у Азербайджана есть нефть, и 28 лет она готовила армию. После того, как Путин увидел, что когда взяли Шушу, он понял, что все уйдет, и сразу же ввели туда миротворческие. Но потихоньку украинцы нам, братья, помогли в этой войне еще, что случилось. С этой стороны буквально 2-3 дня назад от Ханкянды, что есть другие населенные пункты деревни, вот это еще нам на руку было, чуть-чуть еще утеснили. Что-то пришлось миротворцам отойти еще вглубь туда, ближе. Значит, получается, Россия теряет уже не только там контроль, просто она понимает, что уже не с кем будет воевать скоро там, и она просто Армению уже отпускает. Ну, армянам мы не имеем ничего. Если бы вас не было бы, с армянами тоже можно было бы как-то уладить отношения, если ваших там не было бы. Но я тебе еще одну вещь скажу. Как говорил Арестович, после 44-дневной войны он прямо сказал, сделал диагноз, что в Украине что-то будет и потихоньку там начнут оттягивать. После Украины я тебе даю слово, иншаллах, это Аллах свидетель, Аллах велик, потихоньку начнет в Чечне все это набирать вес, потом потихоньку везде на Кавказе. И вот вы увидите, что от вашей России останется в конечном итоге, потому что там Татарстан, там Башкирия, там Чуваши поднимутся потихоньку. Посмотрим, насколько у вас Россия сила останется и сколько и с кем придется воевать. Здесь пишет Берг, сирийцы к вам едут, 16 тысяч, ждите и так далее. Конец будет, там, запугивает. Тогда я скажу, ребят, украинцам я, конечно, в первую очередь говорю. Я и за сирийским конфликтом с первых дней, и, конечно, за чеченским конфликтом с первых дней наблюдаю. Так вот, вот эти 16 тысяч, которые едут сирийцев, они, скорее всего, придут в Украину и попросят сдадутся украинцам в плен и попросят в Европе политическое убежище. Это все вот Башара Асадовские вот эти головорезы, все бегут сюда и просят здесь в Европе убежище. И если бы не российская авиация и хитрый план с этим ИГИЛом, который был сделан для того, чтобы разъединить ряды антибашаровской, асадовской вот этой коалиции, мусульманской, сирийской, там разные были люди, то вот эти 16 тысяч еще бы, уже бы не были бы в живых. И их так гнали, что мало не покажется. Не покажется. Поэтому 16 тысяч, во-первых, я уверен, это сказки. Никакой 16 тысяч нет, потому что сказки только лишь из-за одного факта, что они исходят из уст России. Поэтому там точно не 16 тысяч, максимум несколько тысяч, может, наберутся. Во-вторых, и гарантированно эти люди либо будут утилизированы, либо эти люди будут просить убежища и избегать сюда, в Европу, потому что из Сирии только через Украину они могут получить себе политическое убежище здесь, в Европе. Поэтому не бойтесь. На вашей стороне украинцы воюют весь мир, и азербайджанцы. Буквально вчера смотрел видео, там азербайджанский командир один выступал. Кстати, большой салам ему. Чеченцы, самые наши профессионалы в военном деле у вас, старые, матерые, они у вас, тысячи их там уже, тысячи чеченцев. И, конечно же, весь мир поставляет оружие, и американцы, и англичане, и норвег. Норг один приехал, супер какой-то снайпер тоже приехал. Короче говоря, будет так мочить, как вас еще никто не мочил. И это не закончится освобождением там, части Украины. Это не закончится даже освобождением всей Украины. Это закончится тогда, когда со стен Кремля в ясный день будет видна граница России. Только тогда Россия будет соблюдать международное право. Только в таком случае
вы успокоитесь и сядете на свою пятую точку ровно, как вам и положено сидеть. А я Вот вообще что думаю, что важно. азербайджанцы там чай будут наливать в Кремле, а все остальные будут там чай пить. В Кремле, короче. Обязательно, обязательно. Я Все Грузия равно тоже там рад. по истории, Камаджоба, Грузия. по истории, по фактам они знают, кто Кремль построил. Они это хорошо знают. Так что то, что принадлежит азербайджанскому архитектору, который строил эти стены, назад он придет, короче, и этот чай будем там наливать, будем пить. Ничего страшного. Правильно. Так, война, я не знаю, где пишут, война сколько будет. Я не знаю, друзья. Война это может, знаете как, когда в Югославии началась война, я больше хочу, чтобы этот конфликт был похож на югославский конфликт, только в большем масштабе, конечно. Когда туда они сперва устроили геноцид, боснийцев устроили геноцид, там, косоваров, много что творили. Геноцид в реальном смысле, в прямом смысле, юридическом смысле этого слова, это был геноцид. Как мы знаем, Слободан Милошевич и другие террористы оказались в тюрьме, в Гаагской тюрьме. И пока не вмешались западная коалиция и не начали бомбить Белград, до тех пор это не заканчивалось. Тогда это продлилось сколько, 1,5 года, даже меньше, мне кажется. Но в любом случае это может, конечно, разрастись и до большой войны, то есть до мировой войны. Она уже мировая война. На стороне Украины почти все страны в этом мире, и на стороне России Беларусь. Ну, И то не тоже. до конца. И то не до конца И то Беларусь. да, да, да. Как может этот, как его, Лукашенко, как может, изгаляется, извивается, но Аслан, а нравится, не мне знаешь, что нравится. кажется? Аслан, мне кажется, вот у них там сегодня, короче, вот митинги уже перед военкоматами были. Я смотрел по белорусскому каналу, что уже недовольны у них есть уже, что, мол, против украинцев не хотим воевать, не хотим идти, короче, мол, это. Мне кажется, что Абсолютно. этот усатый Лукашенко сам себе проблему создаст в конечном итоге, что ему придется просто пинком под зад, уже он долго просидел там, что-то он чересчур протер эту скамеечку. И ему Но сами же свой народ, мне кажется, ему устроит вот эту хана. давно пора, конечно, было эту хана устроить ему и так далее. Но, видишь, власть не отпускает, он уже деваться ему некуда. Он уже людей убивал, поэтому это как бы не спасет его. Он уже в такой игре, из которой выхода нет, он должен двигаться. Кстати говоря, о морально-психологическом состоянии тех, кто воюет против Украины. Ну, одной из пугалкой, которые запугивали и грузин раньше, и сейчас украинцев пытались запугивать, это чеченцы, да, кадыровцы. И эти кадыровцы, вот их морально-психологический настрой очень низок. И я очень надеюсь, что многие не поедут. Сейчас матери хотят митинги проводить, чтобы их сыновей туда не пускали на войну и так далее, и так далее. То же самое могу сказать про Россию. Такое тяжелейшее, еще хуже положение у людей, которых должны отправлять воевать в Украину. У них нет никакой мотивации, у них нет никакого желания, они не понимают, за что они идут, их можно понять за это. Конечно, не за что там в Украине воевать, нечего им там делать. Но и я надеюсь, что война, вот затягивание этой войны, если пойдет по югославскому сценарию, Запад мешается, Украине надо выстоять, надо продержаться, и в конечном итоге, я думаю, Украина получит свободу, и затем уже весь мир тоже. Я очень на это надеюсь. Да и Аллах, они должны это, потому что выстоят, потому что должно это так случиться. Тирания
бесчинство, оно, большие империи, такие как Римская, там, я не знаю, другие империи, они разваливались, потому что кто тиран, он долго не простоит. Коммунизм тоже 80 лет только смог это продержаться, не больше. И думаю, Путину тоже скоро уже это хана. Так что я не думаю, Берг, тебе так, ты столько кидаешь этот российский флаг там, не знаю, Да, еще. давайте я тогда уберу этого Берга. Я просто сейчас я разберусь, как это сделать. Нет, подождите. Я не то нажал. Так, как вот управление. Заблокируем этого Берга, потому что у него, оказывается, 164 тысячи подписчиков. У него фотография Путин на медведе. Это такой матерый, профессиональный, короче говоря. Да, да, пускай будет, он с этим он ничего не делает, он просто ничего. Вот там брат один грузин написал, вот Бесик, Андарадзе, я сейчас читаю его, дудаевцы молодцы, вот они настоящие чеченцы, вот Бесик, я согласен. Чеченцы это не говорит о том, что они на чеченском языке разговаривают. Это чеченоговорящие просто кадыровцы, которые это во всех народах есть, брат Бесик. Это есть и у азербайджанцев, и у грузинов, и у любого племени рода бывают свои предатели. Так что этим мы не можем ограничить себя. Они были и во время войны были, и до войны, и всегда они были. Предатель, он всегда предатель. У него национальности нету, и этого нету, различия нету. Он просто унижает свой народ, то есть не свой народ, а свое кровное вот это, то, что есть у него, фамилию своих предков. Они унижают, эти предатели только могут унизить своих вот этих однофамильцев, которые даже некоторые против них даже, я думаю. Которые, не все же в одной фамилии могут быть одного идиота, 5 пальцев не одинаковые. Бесик. Поэтому кадыровцы это одно, а настоящие мужчины это, которые воевали и воюют и не забыли, как Русня что творила на территории Кавказа. Везде, я всех народов там считаю, что они над всеми они поиздевались в свое время. Я помню даже вот моя бабушка и мой дедушка, моя мать, все они, короче, в 44 году, когда их выслали с Грузии, мы из Тбилиси вообще сами родом, они их выслали оттуда в 44-м. У меня бабушка попала с детьми, с 4 детьми, а деда послали в Сибирь отдельно вообще. А бабушка с 4 детьми, она на Балхаше, на озеро Балхаш, это в Казахстане. И, говорит, когда нас туда привезли, говорит, до нас уже, говорит, чеченцев, говорит, привезли там, и ингушей, говорит. И были, говорит, 3 коровника, представь, около озера 3 коровника, вот так. И, говорит, я, говорит, с детьми, говорит, пришла, но там уже чеченцы были, они сразу же, говорит, нас приютили, говорит, там рядом, говорит, ну, у кого, говорит, какие одеяла, а казахи там помогали, которые рядом, ну, жили, говорит, привозили что-то там, шерсть давали, что-то, ну, чтобы это... Как бы эти вещи никто не забывает, это все помнят, Такие вещи не забываются. передается. Как бы мы Да. знаем, кто что творил. И просто по принадлежности того, что ну, потом это писали в паспорта азербайджанец. Азербайджанец сама по себе это этнографическое местоположение, это просто географическое местоположение. Азербайджанец это, как взять, в общем, это же не нация. Мы все огузы, племена. Я Карапапах, например, чистый. Я мой род знаю, например, кто я. Есть там другие рода, там есть Аушары, есть Белеки, есть Удузы. Много там родов у нас. Но мы все принадлежим другим родам. Нам просто приписали Азербайджан. Азербайджан это этнографическое местоположение. Кто мы такие, мы все друг друга сами по себе внутри знаем, откуда мы. Мои предки все жили на этом Кавказе. Мы этнические, кавказские карапапахи, этнические, не откуда-то, не пришельцы. Некоторые там говорят, там, мол, Средней Азии, не знаю, там, не знаю, откуда-то. Есть на Кавказе, да, есть, которые мы помешались. Есть, которые Самудари, Сырдари с той стороны пришли, оғузы, а есть, которые этнические, местные кавказцы, которых, ну, нас называют вот это уже. Мы вообще на Кавказе жили, мы себя относим к этим кавказцам, мы не можем быть уже другими. У нас есть свое, как бы свои правила, свои эти,
Мы не можем никак не поддерживать. Вот Грузию, когда в Грузии тоже учинили вот такое, Абхазию сцапали, короче, отдали туда, объявили, короче, это. Осетию сцапали, отдали там, Южную Осетию сделали. И у грузин тоже такая же беда была. Точно такая же беда. У ингушей тоже отцапали там земли какие-то, отдали, короче, там. Я не хочу осетин полностью всех, потому что это в осетинах тоже есть дигорцы, кодарцы там эти. Да, ну, Да, отдали. про национальности мы не говорим. Да, И мы про про русских мы национальности тоже не не говорим. говорим. При всем, то, что понимали, среди русских тоже есть. Хорош, мне тут пишут, как вы русских не любите, там, туда-сюда. Нет, мы любим всех. Мы не любим имперцев и фашистов. Понимаете? Не, русские Империалистов. тоже не виноваты в этом. Это, они сами сейчас выходят, митинги делают. По большей части русские виноваты ислам. В этом я считаю, русские виноваты. Виноваты в том, что 22 года терпели этого ублюдка. Это все понятно. Но не любить русских за то, что они русские, это такого не будет, с моей стороны, по крайней мере. Я отношусь ко всем. У меня друзья, я всю свою жизнь прожил среди русских в России, в Москве. Поэтому я сознательную жизнь, можно сказать. Вот так национальность не имеет значения. Но русские виноваты в том, что сейчас происходит то, что происходит. Называя братьями, русские должны выйти, митинговать, сносить этого Путина. Но русские не выйдут, к большому сожалению. Не выйдут, потому что, когда в 99 году Путин взорвал их же дома, обвинил в этом нас и пошел нас убивать, русские даже тогда не вышли. Все, после этого Путину дали карт-бланш. Путин знает, что с этими людьми он может делать все, что угодно. Да, есть среди русских нормальные, порядочные, честные люди, которые на стороне добра, всегда справедливы. Но их так мало, что они не делают никакой погоды в русском обществе. Большому сожалению, большому сожалению. И теперь украинцев, называя братьями, они, вот задумайтесь, в какое время мы живем. Ладно, убивали чеченцев. Для нас это не ладно, для нас это геноцид и страшное горе, которое мы никогда не забудем в России. Но, допустим, чеченцы, мусульмане, кавказцы, как русские относятся, какой уровень фашизма в России мы все прекрасно знаем, ну, чужие, можно их убивать, допустим. Но называя украинцев братьями, одна религия, практически один язык, много чего схожего, много смешанных браков, называя братьями, идут убивать братьев, и весь мир, который даже не славяне, англосаксы, чеченцы, азербайджанцы, грузины, и все на этой земле поддерживают и просят этого брата, убийцу этого Кавина, Авеля или Каина, Да. Каина, не убивать своего брата. Вот кто такие после этого русские, скажите? Кто такие после этого люди, которые молчат, которые позволяют делать то, называя их своими братьями? Даже один народ, некоторые говорят, ну, даже братьев, ну, это куда это годится? Но русские позволят это делать. Русские будут идти. Если им скажут, иди убивай, он будет идти убивать. Их сам гибнуть будет, потому что сзади будут стоять заградотряды, которые будут их расстреливать. И они и ради того, чтобы заработать денег и так далее, они пойдут. И будут это делать. Это бесспорный факт, просто неоспоримый факт. Потому что в 99 году не братьев, а когда своих. Давайте я вам расскажу небольшую историю. В 99 году Путин с Патрушевым, со Степашиным и другими ФСБшниками и другими гибнюками подготовил операцию, новую войну Чеченской Республики. В Дагестане два села есть, горных села, Чабан-Махи и Карамахи, даргинские села, в которых разрешил Степашин, тогда министр внутренних дел, кем он только не был, потом премьер-министром был, разрешил установить шариат в двух селах в Дагестане.
И все бы ничего, живут себе люди, там ничего не изменилось. Там та же нищета, какая была как говорит, советской власти, при демократической власти. Пришел шариат, просто ментов участкового, одного там участкового выгнали, вот вам и шариат, короче. Водку запретили, и все. Ну, и здоровый образ жизни, горный воздух, ну, и живут себе люди, и живут. И в этот момент эти села окружают и говорят, там рассадник терроризма, это все. Сами Ельцин приезжает, президент на тот момент, министр МВД Сергей Степашин приезжает, все разрешает им этот шариат установить. Ельцин даже говорит, симпатичные бородачи там находятся там и так далее, уже там проявляет к ним симпатию. И проходит какое-то время, они окружают. А за это время Чабан-Махи и Карамахи, дагестанцы, заключают с Басаевым договор о взаимопомощи друг другу. И вот эти люди должны друг другу помочь. В случае, если война в Чечне, должны прийти дагестанцы. Если война в Дагестане, должны прийти чеченцы. Да, да, И да. вот заключен договор между двумя государствами, двумя, не знаю, как это назвать. Зачем Братскими чеченцам было... соседями. Да, соседями, да. Зачем чеченцам нужно было заключать договор с россиянами? Даже если они мусульмане, даже если они соседи. Я вот, сложно мне это понять, но я вот узнаете, о чем я хочу вам рассказать. И Басаеву, и окружают эти два села, и начинают их бомбить. И из этих двух сел посылается сообщение Басаеву с просьбой о помощи. Нас окружили, убивают, помогите нам вывести женщин и детей, пробить коридор и вывести женщин и детей. И Басаев на тот момент рядовой гражданин Чеченской республики Ичкерия собирает добровольцев, как Гиркин собрал добровольцев и поехал в Украину. Также Басаев едет, но уже на самом деле помогать и не отсоединять Дагестан, едет помогать Чеван-Махи и Карамахи. И это не является, по международному праву, это не является казусом белли, поводом к войне это не является. Как и то, что полковник ФСБ Гиркин приехал в Крым, потом Донецк, Луганск, точно так же это не является казусом белли. И Басаев приходит, они пробивают коридор, а русские что делают? Русские отступают и заманивают его в Дагестан. Но он не идет. И мне люди, участвовавшие в этой операции, рассказывали, что они видели, что им несколько, видели, или им недалеко было до Махачкалы. И они говорили, давайте до Махачкалы дойдем, в городе воевать удобнее, будем воевать в городе. Но Басаев на это не согласился, и он возвращается. И план русских проваливается. Они должны были заманить Басаева, и Басаев должен был показаться где-нибудь в Махачкале, где-то в Хасавюрте, еще где-то, а не где-то в горных районах, селах, и непонятно это, Дагестан или Чечня. Да? И вообще глупо считать, что чеченцы будут нападать на Россию. Да? Ну, на Россию, да. Дагестан да. Это Россия. И вот смотрите, что происходит. Когда план А у них не сработал, они задействуют план Б. План Б прост до безобразия. Нужно просто максимально убить русских, русские власти так думают, максимально убить русских для того, чтобы сковать страхом всех вокруг. И вот что происходит. У нас у всех есть жилище, у нас у всех есть кровать, где мы спим, и вы в этой кровати, если человека взрывают, это касается всех. Если взорвать метро, не все в метро ездят. Если взорвать там дискотеку, не все дискотеки бывают. Но нужно максимально всех русских зацепить этим. И тогда взрывается первый дом в Буйнакске. Это Дагестан. Причем взрывается дом семьями военнослужащих. Тех самых российских, дагестанских военнослужащих, там и русские, и дагестанцы, семьи живут этих военных. Да, я помню, это Буйнакский взрыв был, это еще парадный или что-то. Это когда Басаев не пошел дальше в Дагестан, вернулся, пробил коридор, вывел всех дагестанских женщин, детей, и
без потерь это у них удалось. Потом добровольцы остались сражаться, некоторые ушли обратно. И вот взрывается дом Буйнакский с военнослужащими. Это делается для того, чтобы связать Басаева с этими взрывами. Именно в Дагестане взрывается. Подгоняется грузовик со взрывчаткой, взрывается просто-напросто дом своих же салаг. Следующие два дома взрывают в Москве. Москва – это столица, это много журналистов, это резонанс, максимальный резонанс. Говорят, хотели взорвать и третий дом, но не получилось в Москве. Затем взрывается дом в Волгодонске. Волгодонск находится, вот этот дом взорванный в Волгодонске, В Москве еще находится метро взорвали. Метро, это много было взрывов, но нужно было, чтобы всех коснулось, всех русских надо было, всех россиян надо было на уши поставить. Поэтому взрывались именно жилые дома, именно ночью, причем самые бедные дома взрывались. В городе и в Москве самые бедные районы были и дома. И в Волгодонске были, ну и буйнакские военнослужащие. Короче, дальше. В Волгодонске один буйнакский, два в Москве. Четвертый дом взрывают в Волгодонске. Дом Волгодонский находится в 16 километрах от атомной электростанции. Это делает Ростовская атомная электростанция, расположенная рядом с Волгодонском, она ближе всего, российская атомная электростанция, ближе всего к Европе. И нужно было показать, что эти чеченские террористы угроза для атомной электростанции, соответственно, угроза для Запада. И тогда Запад зашевелился, между прочим, это подействовало на Запад, потому что подумали, что раз чеченцы добрались до жилого дома и могут убить простых, но это же невероятно, это сатанисты только могут такое совершить. Взрывают мирных женщин, детей, спящих в своих домах, значит, атомную электростанцию они с удовольствием взорвут. И следующий взрыв должен был произойти в Рязани. А Рязань, как известно, это самое большое скопление воинских разных учебных заведений, там, разных казарм, армий там, и так далее, соединений. И в Рязани дом должен был быть взорван для того, чтобы именно эти выпускники этих рязанских училищ потом должны поехать в Чечню и топить чеченцев в крови. Отметили, да? Буйнакск, цепочка, два в Москве, цепочка к Басаеву, два в Москве, резонанс, Волгодонск, страх, террор, запугивание Запада. И мотиватор, я это называю мотиватором, взрыв дома в Волгодонске. И вот что происходит в Волгодонске. Не в Волгодонске, извиняюсь, в Рязани. В Рязани 22 числа ночью двое мужчин и одна женщина заносят мешки в подвал. И к дому, к себе домой вечером идет мужчина, Алексей Картофельников. Он видит, как раз все в России говорят про взрывы домов и так далее. Он обращает на номер машины «семерка Жигули», обращает внимание на номер, это рязанский номер, заклеен, московский номер заклеен рязанским кодом. И он звонит в милицию, милиция приезжает, террористы уехали, мент спускается в подвал, и бледный выходит из подвала и говорит: срочно эвакуируем жителей дома. Эвакуируют всех. Их вывозят в соседнюю школу с их домом. Туда приезжает начальник МВД Рязани, начальник УФСБ по Рязани. И начальник УФСБ им говорит: вы сегодня заново родились, у вас сегодня день рождения. Можете, праздновать. Это была взрывчатка, мы обнаружили, наши эксперты обнаружили гексоген, экспресс-анализ показал, типа террористов ищем, террористы скрылись, но мы их ищем, и все будет нормально. 22 это число, 22 сентября 1999 года. 23 сентября телефонистка прослушивает разговор и слышит, как двое разговаривают. Звонят в Москву на конспиративную квартиру ФСБ. Номер принадлежит ФСБшникам, который звонит, говорит:
у нас здесь провал, мы уходим по одному, женщина ушла трамваем, троллейбусом, как-то он там шифруется и так далее. Телефонистка это потом сама все рассказывает. Сразу же местные рязанские полицейские окружают этот дом, схватили, женщина реально ушла, 2 мужчин задержали. И заметьте, почти 2 суток никто ничего не говорит, что это были учения. Ловят террористов, возбуждается дело по статье терроризм и так далее. И далее, это все факты, это документально зафиксированные факты, я вам просто на память воспроизвожу вот основные вещи. Там столько деталей, которые просто не дают русским спецслужбам отвертеться от этого преступления. Одно из этих преступлений, то, что 7 «Жигули», на которой они совершали вот эту закладку этого взрывчатого вещества в подвал дома в Рязани, на улице Новоселова, 16/14, как сейчас помню, потому что я очень много этим вопросом занимаюсь. Машина была в угоне. Это 7 «Жигули». Так вот, 22 задерживают, 23 сентября в Москве на докладе, где все собрались силовики, министр внутренних дел Рушайло, выступая, говорит, нами предотвращен теракт, типа задержанные там террористы, что ли, вот такого плана. Короче, предотвращен теракт. Министр внутренних дел Российской Федерации заявляет, что задержаны террористы, не помню, задержаны или нет, но что предотвращен теракт, он говорит. Возбуждено дело по факту терроризма. Да, Далее. В этом же здании, вот на этой всей сходке вот этих всех бандитов и террористов, российских силовиков, выходит Николай Патрушев и говорит, это были учения, это был не теракт, там в мешках был сахар, взрывчатого вещества не было. Все, террористы, задержанные, которые находятся в Рязани, отпускаются, так как учение. Дело, возбужденное по факту терроризма, закрывается. И само дело, первый, они говорили, что это Басаев совершил этот теракт. Единственный террористический акт Шамиля Басаева, который Россия засекретила на 75 лет. И все. И после этого, это я просто рассказываю предысторию, чтобы кому-то не казалось, что какие-то вещи я здесь там огульно обвиняю и говорю, что там русские спецслужбы взрывают русских. Нет. Это на самом деле достоверно доказанные факты. И после того, как всем становится известно, что задержанные ФСБшники, оказывается, отпускают их, и что это они не совершали теракт, и типа были учения, на ворованной 7 они делали учения. Да? После этого русский народ не сделал ничего. Была создана комиссия какая-то, там пытались, там все, кто был в этой комиссии, были убиты или запуганы. Но как народ, как масса людей, как генералы какие-то, военные, полицейские, там, ФСБшники, никто не поднялся. Ну, может, за редким исключением. Был Литвиненко такой, Александр Литвиненко. Его убили полонием, как вы знаете, в Лондоне. Тоже ядерный террористический акт против Великобритании был применен. Вот что русские делают, когда даже убивают их. Поэтому русские, не рассчитывайте, украинцы, не рассчитывайте на русских. Никакой от них пользы вам не будет. Они не сметут Кадырова, Путина, они не сметут. Единственное, кто может что-то сделать в этой стране, это русские военные. Русские военные. Это единственный, кто может что-то изменить. При всем при том, что эти военные убивают вас, украинцы, они убивали нас. При всем при этом я признаю, что когда были военные в советское время, была какая-то управление, какая-то контроль власти от КГБ. После Андропова, после его смерти, когда он уже стал во главе, он военных отстранил,
И все, и с тех пор КГБ безраздельно, безгранично управляет Россией. Поэтому вот главное, нужно привлекать ответственности. Главный враг всего человечества – это КГБ, ФСБ. И русский народ, он не помощник не только вам или нам, он сам себе не помощник. Поэтому на них рассчитывать не стоит. Аслан, у меня вот Да. такой еще вопрос. Ты когда сказал, что русские там, ну, есть, может быть, какое-то там население, там, ну, скажем, там, мизер, я так думаю. Это мое личное, я сейчас говорю здесь, это не касается, это мое личное, сугубо личное мнение. Когда ты сказал, что вот русских есть, я как-то все равно считаю всех их виновными. В этих, в Кавказской войне и в Украине то, что происходит, и на Кавказских войнах. Почему? Сейчас я просто это привожу пример, почему я так считаю. Я еще раз говорю, это не то, что русский народ мне там противен, не, вообще нет. Просто я считаю, что виновны в этом все, виновны. Из-за того, что они молчат и ничего не могут сделать из-за этого. Я сейчас просто приведу пример, то, что думаю, почему я это изложить хочу. Из-за того, что в российской территории вы живете, голосуете за эти выборы, у вас проводятся, вы голосуете за эти Единая Россия, я не знаю, там еще за каких-то, потом сажаете их во власти, работаете на эту всю кампанию, платите им налоги, с этими налогами они покупают оружие, они делают оружие, они обеспечивают эту армию, вот этих ФСБ, всех вот этих, потом опять же забирают ваших же сыновей, мужей, забирают в армию и отправляют убивать другие народы. Значит, мое мнение, что вы к этому причастны все. Раз вы не можете свою свободу слова сказать, что мы не хотим идти убивать другие народы, отбирать у них жизни, отбирать у них земли. Если вы себя вот рабами посчитали до такой степени, вы если себя уже не уважаете, свое «я» не говорите, не можете этого президента, я не знаю, под зад, как хотите, пеньком, как хотите взорвите, убейте, я не знаю, это ваше дело, уже хотите повесьте сами его, как хотите. Если вы этого не можете сделать, значит у вас отобрали все. Значит у вас отобрали жизнь, честь, совесть, свободу, все. И значит вы к этому причастны, к этим убийствам. Я поэтому не могу сказать, что русские не виноваты в этом. Мне кажется, что они все виноваты, потому что они загрязли в этом. Ну, раз они не могут ничего сказать, раз они боятся, раз им вот все, закрыли слово свободы, если что-то они в интернетах скажут или напишут, все, им это хана. У них это как бы все преследуется 15 лет. До 15 лет это сажают уже. Да? Да? Ну, Значит, это вы дошло боитесь, до раз этого. вы ничего не говорите, вы это делаете, вот как ты говоришь, раз тебя отправляют, иди убивай, и ты идешь убиваешь, значит, вы все погрязли уже. Раз вы налоги платите, выбираете этих президентов, вы там эту страну защищаете, и еще тут сидите и говорите, что Россия велика. Ну, значит, получается, вы все уже виновны в этом. Так, все отключат им, интернет скоро. Ну, интернет, может быть, им не отключат пока, и как-то можно что-то делать, но то, что Россия вернулась в советское время, в это можете не сомневаться. И никто больше уже не будет прощать. Русские постоянно говорили, что Запад хочет нас развалить, там это, то, все. Это оказалось далеко не так, совсем не так. Наоборот, Запад спасал Россию, не давал ей развалиться, потому что на этой территории вот этих орков, их кем-то нужно управлять, чтобы там бардак не появился, плюс атомное оружие, плюс биологическое, химическое там, и так далее, и так далее. Но вы упорно бегали, дай мне в рожу, да, как в этом клубе бывает, да, кто-то напьется, уже крышу срывает, и он бегает, и до всех докапывается. Дай мне в рожу, дай мне в рожу. Ну вот дадут сейчас в рожу России. Так, здесь трактор какой-то зашел. Трактор, Так, вот ты когда говоришь кому-то кафир, если мы не кафиры, иншаллах, значит ты таким получишься.
Это ты хорошо знаешь. Кому-то говорить, что ты кафир, ты сам должен в первую очередь знать, что, иншаллах, мы мусульмане, альхамдулилlah, у нас свое мнение, мы сами свое это делаем. Но ты говоришь кафир, почему? Из-за того, что ты говоришь, что Америка когда... Ну, мы не говорим, что Америка. Конечно, если где-то мусульманские страны бомбили, мы это тоже говорим, что нужно всем миром также стать и всем миром говорить, что вот это не бомбите, то не делать, то не делать. Мы это видели, прошли, что некоторые страны промолчали, вообще ноль внимания сделали, когда Ирак бомбили, там, я не знаю, Афганистан там уничтожали, Сирию уничтожали. Но в то же время ты не прав сейчас сказать, что это ты кафир. При чем тут кафир? Мы же не правители, чтобы это как... Мы свое мнение можем сказать. Мы же не можем сказать вместо президентов этих правителей, что почему вы молчите. Ты вообще тоже ерунду несешь здесь. Какую-то ерунду понес вообще, не туда залез вообще. Да, ну это многие говорят, на самом деле глубоко плевать то, что говорят эти люди, которые необоснованно на нас вешают эти ярлыки. Я люблю Америку, уважаю Америку. Также я уважаю все страны на этой земле, всех людей на этой земле, кто не лезет к нам. Единственное, что могу сказать, что сделала Америка для нас. Например, единственная радиостанция на чеченском языке, это американская радио Маршо, которая финансируется из бюджета американцев. И наш чеченский язык, который русский довели до грани исчезновения, да, занесен ЮНЕСКО в перечень исчезающих языков, чеченский язык, американцы что-то делают, чтобы его спасти. Когда была война, нам помогали американцы. Американские журналисты, вот в прошлом году, по-моему, умер американский журналист, который очень сильно отстаивал наши права. Но, к сожалению, у России было больше денег, нефти, газа, и маленькая Чечня, она не играла какое-то геополитического значения в мире, и нами пожертвовали. Это не то, что они нас бомбили сами, просто не сделали даже то, что сделали для Украины. Это мы тоже знаем. Но при всем при этом я могу сказать, что у каждой страны есть национальные интересы. Они должны быть и у чеченцев, они должны быть и у азербайджанцев, и у украинцев, и так далее. И сейчас я могу сказать, что единственная страна, которая может поставить в позу ЗЮ Россию, это Соединенные Штаты Америки. И мы вместе с американцами, и с украинцами, и с азербайджанцами, и с грузинами поставим эту Россию в позу дзю. Да, мула. Иншаллах, поставим. Нужно делать все вместе собираться, делать это. Да, мула, сделаем, брат, сделаем. Так, друзья, я тогда покину нас. Было приятно. Я буду теперь, постараюсь каждый день проводить стримы на своем этом канале. Я был забанен, тут меня начали активно атаковать. У меня есть канал реалити на Ютубе. Он запрещен на территории фашистской России, но другим можно смотреть. Сейчас, правда, уже Ютуб фашистскую Россию запрещает, поэтому заходите на мой канал реалити, подписывайтесь. Здесь я буду сообщать сводки Министерства обороны Украины, которые нам поступают, и некоторые вещи, которые будут интересны и актуальны на тот период, будем освещать. Всего самого хорошего, всем мира. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Азербайджану. Ислам, ассаламу алейкум. Алейкум салам, рад был я тоже познакомиться и поговорить, пообщаться. Я тоже всем желаю добра, мира и первую победу украинцам. В первую очередь вот это, чтобы вы выиграли. Дай Бог. На всех языках, во всех мечетях, церквях на этой земле молятся за Украину, за украинцев. Господи, освободи быстрее эту страну от этих варваров и фашистов, которые на нее напали. Аминь, 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 иншаллах. Всего самого хорошего. До свидания, друзья. До свидания, брат. Салам алейкум. Ва алейкум салам.